каждом веке, в каждой стране есть люди – уникумы. Двигатели прогресса, идущие не в ногу со временем, а опережающие его, думающие на тысячи шагов вперед. Они – бесспорные лидеры, за ними выстраиваются толпы последователей. Они ведут за собой массу людей, которые без малейших колебаний доверяют им. Именно за такими личностями будущее. Есть и в Ленске такой человек, уникальный по своей натуре, с неуемной жизненной энергией, заражающий своими идеями всех, кто с ним соприкоснулся. Человек, никогда не стоящий на одном месте, все время создающий новые увлекательные проекты. Бизнесмен, общественник, изобретатель. В Ленском районе его знают в каждом населенном пункте. И неудивительно, его имя известно не только почти в каждом уголке республики, но и далеко за ее пределами. Это Юрий Ильин. Статус предпринимателя – это очень неблагодарный статус. То есть окружающие со стороны видят одно, то есть картинку видят. А как это все достигается, этого же никто не видит. Это просто надо на своей шкуре испытать. Реактор у нас работает РИФ, работает любимый город. То есть сейчас мы все это автоматизируем, систематизируем, то есть пересматриваем все бизнес-процессы, то есть занимаемся цифровой трансформацией. Пришлось на эту тему тоже изучить максимально. Ну, в принципе, сейчас вот этими обучениями и занимаемся. То есть из-за этого пришлось во второй институт поступить. Это вот Российская академия народного хозяйства и госслужбы, как раз по мастер цифровой трансформации и бизнес-процессов. То есть такой факультет интересный. ГЛОНАССами мы занялись тоже, когда занимались водой. Потом настала необходимость мониторить свои машины. Начали про эту тему все узнавать. Ну, то есть пришлось досконально в этом разобраться. Поставили на свою машину ГЛОНАСС, а потом им почему бы и нет, почему не продавать. Вот так у нас начались ГЛОНАССы. А дальше больше, дальше тахография, и пошло-поехало. Там новые знания, новая информация, новое обучение. От этого появилась криптозащита информации, пришлось на это обучиться, чтобы допуски получать. Потом лицензию ФСБ получить, пришлось, это тоже еще тот квест. То есть 2 года ушло на получение лицензии. Любимый город, это будет опять же создана платформа, которая будет объединена с платформой метавселенной. Для многих ленчан слово «метавселенная» – нечто экзотическое. Разберемся, что это. Википедия дает следующий ответ. Метавселенная – постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений, как традиционных персональных компьютеров, так и гарнитур виртуальной и дополненной реальности. Ну, это тенденция, к этому все идет, это везде прописано, во всех стратегиях, ну, то есть государственных. То есть это черным по белому везде написано метавселенные, то есть NFT-токены. Ну, то есть люди, кто в теме, они это знают очень прекрасно. О таких процессах, которые уже активизировались на уровне федерации, да и регионов, как цифровизация и глобализация, многие друзья Юрия услышали именно от него. Как предприниматель, он генератор идей, просто бешеный генератор идей. И двигается он как раз-таки в направлении новых технологий. Слово «цифровизация» это у него с уст не сходит. То есть постоянно цифровизация, глобализация, метавселенная. То есть это как раз-таки те термины, которые мы узнаем от Юрия Викторовича. И как бы понимаем о том, что действительно, как говорится, недалек тот час, когда мы все погрузимся в эту систему и будем жить по новым правилам, которые диктуют нам сейчас нынешнее время. Постоянное саморазвитие – это залог успеха в любом деле, считает Юрий. Безграничный поток знаний. То есть это каждый день по 500 листов информации надо перерабатывать, потом домашние задания, потом постоянные конференц-связи. То есть это, во-первых, бешеный темп задается, его, оказывается, очень сложно вывозить. Ну, приходится. Потому что смотришь на других, они вывозят и думаешь, ты разве не можешь это, и приходится догонять все это. А у меня такая натура еще, я пытаюсь всегда до первоисточника добраться. Но начнем по порядку. В Ленске Юрий изначально получил известность как успешный предприниматель. Все его бизнес-проекты были стартапами. Последние годы он занялся общественной деятельностью, хотя это определение образное. Ведь человек, неравнодушный к чужим бедам, имеет зачатки такой черты характера, как правило, из детства. Без его участия не обходится ни одна резонансная проблема в Ленском районе. А с недавних пор он прогремел на всю республику со своими инновационными изобретениями в области современных технологий. В один прекрасный момент мы решили, что тоже чего-то можем, поэтому проехали по всей стране, посмотрели производителей, кто на что способен, и вот решили свое сделать. То есть везде подобрали ошибки, у кого какие есть, максимально постарались их устранить.
Эта лодка уже прошла не один тест-драйв, она испытана расстоянием до Якутска и обратно. Путь вышел 21 час по течению, 23 против. Скорость 82 км в час, расход топлива 300 граммов на километр. А вот по снегу скорость достигает 150 км в час и расход топлива меньше. Это уже не виртуальный прототип, а прошедшая сертификацию модель, испытанная в Финском заливе при 3-бальном шторме. А когда-то он работал на промышленной котельной, по вечерам строил первую тогда в Ленске автомойку. Все предприятия, которые я создавал, они доходили до своего логического конца. На момент продажи это были самые успешные предприятия, иначе просто бы их не купили. Для чего людям покупать убыточное предприятие? Как бы все очень просто. Неудивительно, что этот человек первые деньги начал зарабатывать еще в детстве. Во-первых, что такое бизнес? Да, то есть в переводе с английского это дело, да? Если поставить так вопрос, во сколько? В 9 лет я уже вел радиокружок в городе Брянске, клуб «Дружба». То есть получал зарплату в 9 лет, получается 30 рублей. Дополнительно еще мыл полы там. Потом, получается, со школы у меня все как бы не очень хорошо получалось. Меня выгнали из 7 класса. Нас таких собрали со всей школы, по-моему, со всего города человек 50. Организовали учебный цех на Брянском автомобильном заводе. И дополнительно класс вечерней школы, специально вот под таких, как мы, сделали. А наставники у нас были как бы, фронтовики. Его детство прошло в Брянске. Он учился в знаменитой школе имени дважды Героя Советского Союза Камозина. Хорошая школа была. Но как о детстве? О детстве все воспоминания только самое лучшее. Постоянно секции, тренировки, кружки. Интересное детство было. И в Брянске у Юрия тоже остались друзья. Один из близких – внук того самого дважды героя, чьим именем названа школа, в которой учился Ильин. Это очень разносторонне развитый человек. В классе он был одним из лидеров таких. Так вот проявлялись его качества. Он очень рано стал самостоятельным человеком. Ну, в принципе, мы вместе. Мы ездили и в Москву с ним в том возрасте, уже были довольно самостоятельны. Я удивляюсь, откуда у него эта энергия берется, постоянно развиваться. И причем неудачи какие-то его только закаляют. Таких людей вообще очень мало, я вам честно скажу. Я благодарен Богу, что вот у меня такой друг есть. Увлечение спортом шло по жизни за Ильиным тоже из детства. Самбо, дзюдо, хоккей, футбол. Профессионально хоккеем занимался. Потом, когда сюда в Ленск приехал в ДЮСШ, кунг-фу тогда было. Потом гиревым спортом, армрестлингом, медальки всякие там есть. Он стал организатором собственных соревнований. Кубок Ленского кристалла, проводимый несколько лет подряд в Южной Нюи, был известен на весь район. Это состязание по национальным видам спорта. Цели, как всегда и во всем, Юрий преследовал определенные – привлечь детей. Мне много чего не нравилось, потому что когда соревнования, меня не удовлетворяли призы вот эти вот. Я думаю, неужели так дорого там лишний раз грамоту какую-то напечатать? То есть это ж никаких денежных затрат особо не несет. И поэтому мы сделали свой кубок Ленского кристалла. У нас призовой фонд был 200 тысяч. А по пути решения вновь возникших проблем, кажется, этот человек всегда найдет выход из любой ситуации. Это ли не редкость? Это ли не важная в наше время черта характера? Ехали в Нью и столкнулись с тем, что нету столовой. То есть народу много и покушать нечего. И с пацанами думаю, давайте скинемся на шашлык. То есть каждый скинулся, денег получилось очень много. То есть купили мы килограмм 50 шашлыка. И думаю, куда его девать? Давайте сделаем для людей бесплатно. То есть это вообще впервые такое будет, что шашлык для всех бесплатно. Как бы сделали, всем понравилось, но потом это страктовали, что это я как бы к предвыборной кампании к своей готовился, типа хотел людей шашлыком закормить. То есть, вот так вот. Но всему есть предел, и как все проекты Юрия, этот был доведен до его логического завершения, хотя поселок Южная Нюя мог бы и сегодня славиться проведением этих соревнований. Если Юрий вошел в жизнь какого-то человека, он непременно оставил там неизгладимый след. Лучше всего его, конечно, знают люди, бок о бок работающие с ним на протяжении не одного десятка лет. Главный такой человек, поддерживающий его во всех проектах, его правая рука и надежная опора Елизавета Колотюк. Так или иначе пересекаемся в работе более 10 лет. И в настоящий момент я являюсь директором ООО «Риф» и веду бухгалтерский налоговый учет его организаций. Когда-то все взаимодействие начиналось с того, что я пришла работать в его фирму, работала диспетчером такси, потом в фирме по доставке питьевой бутилированной воды. Так, в общем-то, и
прижилась в его команде, в его коллективе. Тот колоссальный опыт, который сегодня Елизавета имеет за своими плечами, она получила благодаря Юрию Ильину, как признается сама бизнес-леди. Мне кажется, что мне реально повезло в жизни встретить такого руководителя, такого человека, который будет так мотивировать на то, чтобы ты развивался. Передо мной были в свое время поставлены те или иные задачи, которые казались неисполнимыми. То есть нужно вот это. Ты такой думаешь, что? Я же не умею, я не знаю. И когда-то он мне давно-давно сказал такую фразу: а зачем ты сама себе ставишь рамки и ограничения? Не боги горшки обжигают. То есть именно мой профессиональный рост, я считаю, что я обязана именно этому человеку. Потому что без него я сомневаюсь, что я бы захотела влезть, например, там, в те же торги. Но сработаться с ним сложно, признается и сам Юрий. Он очень требовательный руководитель. То есть у меня все очень компактно, максимально процессы уже все продуманы. То есть то, что у меня делает один человек, в других организациях это делает 10 человек. Но это опять же, как с жизненным опытом это сложилось. Вообще за все время, ну даже не за все время, за вот последние 10-15 лет у меня отработало больше 2000 человек. Конечно, я требовательный, потому что если вижу задачу, мне ее надо любыми способами решить. А многим это не нравится. Разные люди встречались на пути Юрия, но он не берется судить кого-то. Конечно, были. И предательство, и обман. Ну, это как бы дальше, как это, даже не знаю, как это объяснить. Это своего рода школа жизни. То есть ты же, во-первых, сам выбираешь человека, с кем тебе общаться. Да? Если ты, допустим, решил с ним общаться, значит, ты что-то рассчитывал, что он тебе даст взамен. Да? Если ты не получил это взамен, то как бы, ну, не надо его обвинять в предательстве. Просто он не оправдал ожиданий, которые ты на него возлагал. Любой человек, пришедший в нашу жизнь, играет какую-то в ней роль. Как бы он ни относился к нам и какую бы ситуацию ни создал, каждый преподносит урок. Негативный опыт – это тоже опыт, позволяющий делать выводы. Влияние на человека оказывает фактор среды. То есть вот и в каждом месте везде были свои учителя. Учителей очень много было. Я же говорю, у меня только больше 50 рабочих специальностей. Это за каждой специальностью это отдельная история, это отдельный человек, отдельные личности. То есть как они по-любому оказывали влияние. То есть я, как вот некоторые говорят, я сам себя сделал, но это ложь получается. Человек не может сам себя сделать. Тогда он сам себя зачал, сам себя родил, получается, и пошло-поехало. То есть человек не сам себя делает, человека создает среда. Да, я всегда говорю, тот же Леонардо да Винчи, если бы он родился в каком-то племени, он бы не был бы этим Леонардо да Винчи. То есть его таким создала среда. Линчане, как и многие жители Севера, ведущие неспешный, размеренный, почти сельский образ жизни, не привыкшие к быстрым темпам, не всегда могут поспевать за человеком, в голове у которого одновременно решается множество задач. Создается несколько проектов. Но те, кто сумели попасть в такт его мыслительного процесса, навсегда заразились его идеями и неуемной энергией. В первую очередь стрессоустойчивость. Второе – это необходимость и умение быстро переключаться с одной задачи на другую. Умение держать колоссальный объем информации, так называемых вот этих контрольных точек в голове, чтобы ни в коем случае ничего не упустить, не забыть. Плюс должна быть ответственность. Потому что Юрий всегда говорит, либо лучше всех, либо никак. То есть это касается абсолютно всей деятельности, которую он ведет самостоятельно и где мы взаимодействуем. То есть это именно так. Соответствовать, конечно же, очень тяжело. Остановить или переубедить этого человека не под силу даже людям, работающим с ним годами, да и надо ли. Даже изначально вызывая опасения, его проекты всегда были успешно реализованы. В 2019 году он задумал проект аэролодки. И когда я это услышала, я такая, что? Аэролодки? Еще аэролодки? Как бы немного ли? Но зная его и зная его вот этот посыл, да, как он ведет дела, я однозначно верила в успех. Я знала, что получится. Сейчас ленский новатор работает над новыми идеями в области IT-технологий, изучает искусственный интеллект. И ни у кого не вызывает сомнений, что именно он первым внедрит это новшество для ленчан в обычный обиход. Шапочно-то, конечно, город у нас маленький, поэтому знакомы достаточно давно, достаточно хорошо подружились. Человеку скучно каким-то таким простым совершенно бизнесом очевидным заниматься, который, конечно же, приносит прибыль. Ему интересно делать то, что называется венчурное.
То есть связанная с высоким риском, прежде всего в сфере технологической. Я вообще считаю, что такие люди – это золотой фонд Ленинского района. Львиную долю времени Юрий тратит на общественную деятельность. Шикарный общественник. Это тот человек, который, несмотря на свою занятость, несмотря на время суток, он всегда легкий на подъем, он всегда в той гуще событий, когда необходимо помочь людям, помочь людям не просто там словом, но и делом, будет добиваться всегда конечного результата, который положительно, наверное, сыграет, какую-то свою роль, да, и то есть доводит до конца. Как общественник, это нужный человек, я считаю, в районе. Но он сам по себе человек абсолютно неравнодушный. И вот это можно назвать еще обостренное чувство справедливости. Люди с таким посылом, они либо горы сворачивают, либо являются, так сказать, костью в горле у тех, кто не хочет, кого и так все устраивает. У нас же есть общественное мнение, что раз это делает, значит, это зачем-то выгодно. Да, я могу сказать, что выгодно, но кто не хочет есть качественные продукты, кто не хочет жить в красивом городе. Да, это выгодно, но это выгодно же не одному это выгодно и вам, в том числе, то есть любому человеку. Хотя у самого Юрия на этот счет свое мнение. Я не хочу быть великим общественником, просто это образ жизни. То есть у меня детство было оно интересное, но не очень счастливое, да, тоже много чего не хватало, и когда я вижу таких же детей, просто я не могу к этому равнодушно, то есть что-то резонирует, и мне приходится на это реагировать. Заниматься бизнесом – это одно, а вот стремиться разработать инновационные проекты, открыть и научиться делать то, чего еще никто не пробовал – это уже совсем другое направление. Для этого необходим специфический склад ума и постоянное саморазвитие. Говорят, что успешный предприниматель должен постоянно совершенствоваться, и Юрий Викторович является именно таким человеком. Он постоянно максимально старается найти новую информацию, касаемо это предпринимательства, либо каких-либо инноваций. И всю эту информацию он всегда применяет, то есть, по крайней мере, стремится применить на практике. Я считаю, что это очень отличительная сторона его характера, его целеустремленности. И помимо этого он постоянно принимает активное участие в жизни бизнес-инкубатора, анализирует какие-то проекты, дает какие-то полезные советы в рамках инновационной направленности развития бизнес-инкубатора. Юрий Викторович может стать настоящим наставником для начинающих предпринимателей, особенно если человека интересует инновационное развитие, инновационная направленность. Прекрасно многие знают о том, как он разрабатывает аэролодки, какие-то внедряет новые проекты, которые пользуются не только в Ленском районе, но и по всей республике. Я считаю, что Юрий очень успешный, интересный предприниматель, яркий человек, целеустремленный. Я думаю, что многие предприниматели могут поучиться его жажде к знаниям и целеустремленности. Человек интересуется, да, альтернативными какими-то взглядами, чем-то еще, старается нестандартно смотреть, читает книги. Смотрит познавательные ролики. Ролики-то, конечно, многие сейчас смотрят познавательно, а вот так вот, чтобы книги читать, это уже что-то такое. Это как признак какой-то элитарности, что ли, в наше время. Заставал его за этим просто. Сидит, читает на работе, в офисе где-то, закладки делает. Это редкость в наше время. О Юрии уже давно написано немало материалов региональными журналистами в столице республики. Он хорошо известен и как новатор, и как защитник прав потребителей. Про Юру точно можно сказать, что это человек, который сделал себя сам. Обычно характер человека формирует его семья, родственники, но Юра оказался в таких условиях, что он с подросткового возраста выживал совершенно один в условиях суровых 90-х годов. И при этом человек не сломался, не пошел по кривому пути. И на сегодняшний день он является развиватором не только себя, но и окружающего его мира. Я поражаюсь его работоспособности, напору и тому, что для него не существует ничего невозможного. Он и аэролодку построит, и с газели катафалк сделает, вообще все умеет. В настоящее время он занимается развитием потребительской экспертизы в Якутии. Это остро востребованная ниша в обществе. И, к примеру, человек купил бракованный телефон, а магазин отказывается возвращать товар.
И, конечно, нужны организации, которые вставали бы на защиту прав потребителя. Я уверена, что у Юры получится. Мне, как журналисту, нравится писать статьи об уникальных людях, но среди них Юра Ильин и то вот выделяется. Статьи о нем всегда вызывают живой отклик у читателей, и я верю, что он принесет еще много добра людям. Необычно Юрий находит и рядом. Вообще создается такое впечатление, что там, где этот человек, там всегда открытие и нововведение. Возникал вопрос, и приходилось срочно туда ехать. Вот мне друг присылает такие фотографии, я говорю: Гриша, это, говорю, что, фотошоп? Это он мне Чарскую пустыню прислал. Такая красота прям. Он говорит: Юра, так это, говорит, у нас в Якутии. Это не может быть. Все, следующий день я уже еду в Полесье. А помимо всех тех креативных и инновационных идей, Юрий имеет массу увлечений. Одно из них – изучение истории русского языка. Он лично знаком с известным российским путешественником, писателем, журналистом. Это человек, основавший первую частную школу выживания, русскую школу русского языка, фонд русских экспедиций и путешествий, Славянский Кремль, создатель музея колыбельных цивилизаций. Совпало так, что я познакомился с этим удивительным человеком. Опять же, мне надо было знания. Если я вижу, есть где-то знания, все, я уже на завтрашний день там. И пока я это знание все не заберу, я оттуда не уйду. Интересный он не то, что интересный, он уникальный человек. Таких людей, я не знаю таких людей больше. То есть кто в этой области более компетентен. Один из последних проектов, который прогремел на всю республику, аэролодки, сам изобретатель не считает чем-то значимым. Аэролодки, его сложно назвать как бы проектом, это подготовительный проект, больше к проекту САД, то есть это система автономных дронов, это, вот как бы, наверное, многие слышали, есть интернет вещей, а это интернет подвижных объектов. Слушая рассуждения этого универсального человека и в какой-то мере мыслителя в современном его образе, понимаешь, что цели у Юрия отнюдь не заключаются в простых потребностях среднестатистического жителя планеты Земля. Был такой философ Заратустра, да? Второе имя у него, ну, в разных источниках по-разному, Фридрих Ницше, да, он сказал: все, что имеет цену, не имеет ценности. Так вот, как бы деньги не важны, то есть важны ценности, а ценности, они не имеют стоимости. Как бы вот по жизни я собираю свои ценности, то есть у меня есть определенный набор своих ценностей, которыми я очень дорожу и которые я не афиширую. Если у кого-то складывается иллюзия, там, что я пытаюсь там мир лучше сделать или еще что-то, ну, в первую очередь я стараюсь для себя это сделать, чтобы понимать этот мир и как-то с ним взаимодействовать и как-то найти в этом мире свое место. А какие они достижения в понимании такого далеко не поверхностно мыслящего человека? На этот вопрос может ответить тот, кто, наверное, лучше всех знает Юрия и незримо для общего глаза стоит за его спиной, готовый всегда поддержать все начинания, воплотить в жизнь его самые невероятные задумки. Мне иногда кажется, что он немножко не в свое время, наверное, родился. Потому что то, что еще он себе ставит в планы, да, и вот перспективы, ну, там, наверное, как бы, ну, лет так, наверное, на 10-15 вперед от того, что сейчас происходит. Его достижение – это, наверное, он сам, что вот он вот такой, и он это все умеет и делает. Потому что мы все равно когда-то эту бренную землю покинем, и с собой туда ничего не заберем. И даже аэролодка, она когда-то через энное количество столетий она сгниет. А останутся дела. И вот его дела, его результаты – это и есть его, наверное, самое главное достижение. Планами на будущее Юрий делиться не хочет. Но я-то знаю, что в его копилке оригинальных идей много ноу-хау для жителей Ленского района, о которых никто пока еще не подозревает. Одно точно – ставший родиной Ленск Юрий покидать не собирается. А это значит, что нас всех ждут новые, невероятные открытия вместе с этим человеком, который непременно сыграет определяющую роль в жизни общества. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Планов очень много, вот единственное, что я могу сказать. Они интересные, они, надеюсь, будут полезны для общества. В детстве я спросил у мудреца, как понять, что жизнь прошла не зря? Как понять, что я на том пути? И зачем мне по нему идти? Слушай сердцем, говорил мудрец. Если слышишь, ты уже в пути. Как до перепутья дойдешь, надо обозначить все мечты.
Когда выберешь свой путь, свою мечту, будет нелегко, но ты иди, твердо знай, что ты на том пути, что до цели тебя сможет довести. Много перепутий до мечты, ложь, предательство, коварство тишины, гордость, страх и множество потерь. Вот уже, вот-вот и твоя цель. Только пропасть прямо перед ней. Успокойся, сделай шаг назад. Что-то, значит, сделал ты не так. Может, ты забыл построить дом, дерево не посадил в краю родном. Может, книгу ты не написал. Может, на пути свернул в обман. Может, просто понял все не так. И живешь в иллюзиях и снах. Вот что о себе рассказывает Юрий. Да, он может выразить свои мысли и так, в поэтической форме. Юрий – это человек, ломающий все стереотипы, вторгающийся в обыденное мифологическое мышление людей и приносящий с собой поток свежих мыслей, заражающий своей энергетикой. Каким должен быть мужчина в традиционной трактовке? Глава семейства, построивший дом, воспитавший сына, посадивший дерево, обеспечивающий семью и в лучшем случае занимающий активную жизненную позицию, имеющий ряд увлечений. Юрий опровергает все эти устоявшиеся идеалы, но это, пожалуй, современный облик того самого настоящего мужчины, за которым не страшно пуститься в самое захватывающее путешествие под названием «Жизнь», который всегда будет для всех окружающих идейным вдохновителем, тем притягательным центром создаваемого сегодня современного мира и нового общества, в том числе с инновационным мышлением. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.